Перед открытием Дней ингушской культуры в Абхазии министр культуры и охраны историко-культурного наследия Эльвира Арсалия встретилась с министром культуры и архивного дела Республики Ингушетия Марет Газдиевой. Эльвира Арсалия убеждена, что этот масштабный проект даст возможность жителям Абхазии посетить мероприятия разной творческой направленности. Мы рады приветствовать вас в нашей республике. Очень рады, что вы выбрали нас страной своего интереса, потому что эти дни с большим успехом, я знаю, прошли и во многих европейских странах, в странах Азии, в субъектах федерации проходят. И нам самим очень интересно посмотреть, проследить какие-то параллели наших культур, увидеть какую-то разницу для себя, открыть новые имена. Я уверена, это начало какого-то интересного пути. Министр культуры и архивного дела Республики Ингушетия Марет Газдиева отметила, что творческая делегация Ингушетии за дни мероприятия постарается продемонстрировать абхазскому зрителю весь колорит ингушского народа. Мы постарались привести не полный формат, но тем не менее это и изобразительное искусство, декоративно-прикладное искусство. Как всегда, интерес вызывает и национальные традиционные костюмы, поэтому национальный костюм занимает свое место. Выставки книжных изданий, которые будут интересны зрителю. И если будут такие заявки, мы сможем и подарить, и представить эти экземпляры для пополнения вашей библиотеки. В рамках проекта в Абхазском государственном музее открылась выставка произведений изобразительного искусства известных ингушских художников. Полотна рассказывают о быте, культуре и истории ингушского народа. Мы на выставке представляем живопись известных живописцев Республики Ингушетия, среди которых известный ряд имен. Это второе поколение ингушских художников, которое зародилось у нас в начале 1970 года, которые на сегодняшний день творят во благо нашей республики и продолжают свой творческий путь. На выставке также были представлены книжные издания краеведческой литературы, повествующие об истории, этнографии и культуре Ингушетии. Помимо того, в экспозицию вошли и коллекции национальных костюмов и атрибутика, выполненная из драгоценных тканей и металлов, отражающий быт и материальную культуру народа. Работы мастеров резьбы по дереву особо привлекали внимание посетителей, так как этот вид творчества считается возрожденным в Республике Ингушетия. Для всех желающих здесь же ингушскими художниками были организованы мастер-классы по живописи на шелковой ткани по технике батик. Желающих посмотреть было достаточно много, но несколько человек, 2 девочки и мальчик, немножко попробовали себя в этой технике. Я думаю, им это будет интересно, потому что именно эта техника, она хороша тем, что можно расписывать одежду. И, естественно, одежда, которая расписана собственными руками, она будет уникальна и интересна. Торжественным завершением Дней культуры Республики Ингушетия в Абхазии будет выступление популярных ингушских артистов и государственного ансамбля народного танца Ингушетия в Сухуми и 6 сентября во Дворце культуры в Ачамчире. Саид Жарсали, Астамур Гожба, Абхазское телевидение.